Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать детально Nokia 5800, и я расскажу о галерее. В галерею можно попасть как всегда, двумя способами. Либо через экспресс-панель, либо через меню. Заходим через экспресс-панель. Вот мы видим, тут есть такие пункты, как изображение видео, композиции, что собственно вызывает встроенный плеер, аудиоклипы. Это прежде всего те записи, которые записаны с диктофона, и другие медиафайлы. Другие медиафайлы он складирует файлы в основном в формате флеш. И с них и начнем. Вот пример одного из таких файлов. Это всем известная игра «Ну погоди». Можно повернуть экран и увеличить немножечко ее. Вот, примерно так. Все нажимается, волк ловит яйца, все в таком духе. Другой пример программы, выполненной на флеш, это программа Time Machine. Она представляет из себя таймер. Вот можно сделать отсчет вверх, можно сделать отсчет вниз времени. Так, стоп. Отсчет вниз идет. Во время, когда таймер сработает, должен пройти сигнал. Сейчас мы его услышим. Также можно включить большие часы, такие интересные, как хранитель экрана. Ну и все в таком духе. В общем, вкладка «Другие медиафайлы» позволяет работать практически с любыми флеш-объектами и запускать любые флеш-игры, в том числе и созданные для компьютера, только главное, чтобы там было управление не с кнопок, а с мышки. Или посмотреть ту же Масяню. Перейдем к более крупному, так сказать, разделу изображению и видео. Итак, запускается. Вот у нас есть всевозможные изображения и видео. Очень удобно, что можно сортировать по папкам. Соответственно, фотки в отдельные, служебные программы в отдельные. Вот я вызову обои сейчас, и мы посмотрим, что там есть. Вот запускаем, к примеру, картинку. Листание производится пальцем, как будто вы листаете книгу. Также, видите, тут присутствуют кнопки «Передать по Bluetooth в электронном сообщении» или еще какими-нибудь методиками. Карандаш – это редактирование рисунка и, соответственно, корзину удалить. Ну, попробуем редактировать. Посмотрим, что из себя представляет эта функция. Так, картинка загрузилась. Вызываем функции «Добавить эффект». Как видите, появляется таблица с иконками, та же самая практически, как и в интернет-браузере. И тут всевозможные эффекты. Можно поменять цвет, добавить текст и урезать, изменить размер и все такое. Ну, в общем, я думаю, с картинками мы завершим. Помимо картинок поддерживается и видео. Как мы видим, все три контекстных клавиши также остаются. В редактировании видео можно добавить определенный, видите, текст, изменить звук или объединить два ролика. Ну, в общем, сейчас я запущу какой-нибудь ролик для примера. Ну, давайте вот этот. Итак, загружается. Громкость добавляется. В общем, сейчас я поставлю на паузу. Как вы видите, надо достаточно коснуться экрана, чтобы вышли все функции. Перемотка. Вот можно перемотать. Функции какие? Можно изменить формат кадра. Вот масштаб. Можно изменить до исходного или растянуть. Ну, в общем, все в таком духе. Рассказ о галерее я хочу продолжить обзором программы фотобраузер, которую подготовил специальное подразделение Nokia Beta Labs. Это у них такой проект, где пользователи сами помогают создавать, как говорится, улучшать качество продуктов. Вот видите, здесь существует такая прокрутка. Если повернуть экран, срабатывает тоже. Ну, выберем какую-нибудь из картинок. Сейчас давайте посмотрим.
чтобы нам взять. Ну вот, например, мое изображение. Вот так. Двойного клика достаточно, чтобы оно увеличилось. Если увеличить, то переходит на весь экран. Если... Ну, в общем, все в таком духе. Если назад. Если зажать на изображении, то предлагают переслать по Bluetooth, повернуть или посмотреть детали. Ну, в общем, на этом, я думаю, мы закончим обзор возможности отображения фото и видео в Nokia 5820. Всем пока.